Ухта – лидер в республике по количеству национально-культурных автономий. Их в городе 20. Каждый год все они бывают задействованы в мероприятиях, приуроченных Международному дню родного языка. В этот раз они собрались в городской библиотеке, чтобы рассказать о традициях и языке каждого из своих народов. Каждый председатель подготовил небольшую информацию об истории возникновения своего языка, об особенностях языка, об особенностях алфавита. Я думаю, сегодня мы услышим признание в любви Республики Коми как минимум на 10 языках. У каждой автономии своя визитная карточка. На разных языках звучат песни, стихи, анекдоты, не обходится и без колоритных национальных костюмов. Примечательно, что наряду с людьми старшего поколения активно задействована и молодежь. Эй, дівчино, чи би сяла ехать с нами? Може, в листьях спадаем цицы погружи, Ян цыганский копан верный наш подруж. А многие из участников этой встречи в Международный день родного языка в знак дружбы народов и культур присоединились к уже 6-й ежегодной образовательной акции – всеобщему диктанту на коми-языке. Так, председатель национальной культурной автономии татар-башкир Ухты Ляля Потапова проверить свои познания в коми-языке решилась впервые. Я пришла вообще впервые писать диктант на коми-земле, именно в Ухте. Живу 50-й год. Мне, конечно, интересно на таком мероприятии побывать. И вообще, конечно, мы уважаем коми-землю, коми-народ. Поэтому, я думаю, обязательным попробовать диктант писать. А председатель армянской культурной автономии пишет диктант каждый год, начиная с самого первого. По словам Гагика Рубеновича, с каждым годом его результаты все лучше. Мы очень тесно дружим с коми народом, и я, честно говоря, откровенно говоря, по коми знаю очень мало слов, но для меня интересен сам процесс. И для меня очень почетно присутствовать на этом мероприятии. Впрочем, настоящей проверкой на знание языка диктант становится для его носителей. Так Николай Парфентьев уже в 3-й раз экзаменует сам себя. И хотя по работе ему приходится чаще, чем многим другим, сталкиваться с коми-языком, ошибки, признается, бывают все равно. Первый раз я участвовал позапрошлом году. Сделал 4 ошибки, нормально написал. Я режиссер коми-театра, и часто переписываешь роли, и волей-неволей учишься писать и стараешься без ошибок. В этом году участникам предложен текст народного поэта Республики Коми Валерия Ладыгина о родной земле. По мнению организаторов, он сравнительно несложный, а потому участники должны справиться успешно. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.